Привет, это Настя и Dixis IT обзор. Сегодня у нас особенный выпуск, поскольку рассматривать мы будем новейший флагман южнокорейского гиганта Samsung Note 8. Продажи в России стартуют с 23 сентября, но у нас появилась возможность рассмотреть его до официального старта продаж. Так давайте приступим. Но сначала это его форма. Дизайн представляет собой нечто среднее между Note 5 и S8. Более четкие грани изгибов и более прямые углы выдают фирменный дизайн серии Note. Вы не найдете здесь пластика, только алюминий и стекло. Рамка смартфона выполнена из авиационного алюминия, а спереди и сзади смартфон целиком покрывает защитное стекло Gorilla Glass 5. Экран занимает очень много места на передней панели. Сверху и снизу от него расположились узкие рамки на манер S8. На верхней рамке расположились датчик событий, датчик приближения, датчик освещения, сканер радужной оболочки глаза, фронтальная камера и динамик. На нижней панели нет ничего. Samsung, судя по всему, окончательно решили избавиться от механических кнопок на своих флагманах. Сверху телефона расположился дополнительный микрофон и слот для симки и карты памяти. Кнопка блокировки и выключения находится под большим пальцем правой руки. С другой стороны находятся кнопки изменения громкости и ниже них кнопка голосового помощника Bixby. Снизу телефона расположился интерфейс USB-C, разъем наушников, основной динамик, микрофон и, конечно же, отличительная черта всех нотов – перо и S Pen. Смартфон целиком защищен от влаги и пыли по классу IP68. О классах защиты вы можете посмотреть в наших предыдущих видео. На задней панели смартфона ожидаемо расположились два объектива основной камеры, оптический датчик пульса, сканер отпечатков пальцев и вспышка. Привычная кнопка «Домой» теперь расположена на экране и распознает силу нажатия. Смартфон выпущен пока только в трех цветах – черный бриллиант, синий сапфир и желтый топаз. А теперь разберем основные преимущества нового флагмана. Экран смартфона прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5 и имеет изгибы к краям. Диагональ экрана составляет 6,3 дюйма. Это Super AMOLED дисплей с Quad HD Plus разрешением. Соотношение сторон 18,5:9 делает этот экран удобным для чтения новостей, текстовых файлов или ленты ВК. Кстати, теперь можно настроить оповещения от приложений. Края бокового экрана будут мерцать и оповещать вас о нужных событиях. В отличие от S8, цвет этой подсветки теперь можно настраивать для разных приложений. Перо теперь имеет более тонкий наконечник и снабжено кнопкой для извлечения, помимо основной рабочей кнопки. Само перо теперь имеет защиту от воды и пыли стандарту IP68, как и весь смартфон. Пером можно писать заметки, выделять область экрана, рисовать, управлять приложениями. Одним из приятных новшеств является то, что заметки теперь можно писать даже на выключенном экране. Также элементами ввода и рисования теперь можно управлять голосом с помощью Bixby. Все функции пера и помощницы Bixby мы рассмотрим в отдельном видео, если вам будет интересно. А теперь одно из самых интересных и приятных новшеств. Двойная камера 12 мегапикселей с технологией Dual Pixel. Давно мы уже привыкли, что большинство фотографий делаются с помощью смартфонов. И чтобы делать качественные снимки, не нужно таскать с собой фотоаппарат. Два светосильных объектива, один обычный, второй широкоугольный, с большим размером пикселя матрицы, обеспечивают замечательные фотографии даже в условиях слабой освещенности. Два объектива делают снимки более четкими, яркими и сочными. Каждый объектив имеет оптическую стабилизацию. Вы можете на лету размывать задний фон на фотографии, применять фильтры. Доступен также режим двойной съемки, когда каждый объектив делает свою фотографию. Все, к чему мы привыкли, типа панорамной съемки, ночного режима, конечно же, присутствует. Изменения также коснулись и галереи, с новыми возможностями отмечать людей на фотографии, быстрого редактирования пером и быстрой интеграции с соцсетями. В общем говоря, фанаты Samsung получат мощнейшую медийную платформу с кучей полезных функций, а мы идем дальше. Начинка флагмана представляет собой новый процессор Samsung Exynos 8895, работающий на двух частотах в зависимости от нагрузки, а также графическое ядро Mali G71MP20. Приправьте все это 6 гигабайтами оперативной памяти, и вы получите в меру экономичный и очень производительный смартфон. Встроенной памяти 64 гигабайта. Если же вам этого покажется мало, то вы можете использовать карту памяти до 256 гигабайт.
АКБ на 3300 мАч обеспечит работу всего железа на сутки активного использования, а при максимальном энергосбережении более 3 суток. И опять же, тут все стандартно для самсунговского флагмана. Функции быстрой зарядки и беспроводная зарядка в наличии. Что же касается комплекта и приятных плюшек к телефону, кроме стандартных для серии Note зарядки, переходника USB, запасных перьев для S Pen и пинцета для их замены, этот флагман получил еще отличные наушники АКГ, которые очень хорошо держатся в ушах и прекрасно звучат. В общем, в плане производительности это очень большой шаг вперед. Samsung поставил самое топовое железо, которое смог найти. Бесспорно, на данный момент это самый мощный, самый быстрый, самый большой флагман от компании Samsung. Оставляйте свои отзывы в комментариях или напишите, на что бы вы хотели увидеть следующий обзор. Выбор, какой техникой пользоваться, остается за вами. Ну а с вами была Настя. Пока!